Привет, друзья! Рад вас видеть на моем канале. Каждый год в российском законодательстве что-то меняется. Следить за изменениями стоит всем, а особенно иностранцам, которые планируют переехать в Россию или уже живут здесь. Помните, что незнание закона не освобождает от ответственности. Важно, не забывайте следить за изменениями, касающимися бланков заявлений. Ограничения на использование труда иностранцев. Правительство РФ утвердило допустимую долю иностранных работников в отдельных областях экономики на 2020 год. В частности, в сферах деятельности сухопутного пассажирского транспорта и автомобильного грузового транспорта допустимая доля составляет 26%, в области спорта – 25%. Также сохранена допустимая доля в сфере выращивания овощей в размере 50% общей численности работников. Уточняется, что в 2020 году эта норма будет распространена на всю территорию России, в том числе на Приморский край и Астраханскую область. Кроме того, сохранена допустимая доля в сфере строительства в размере 80% общей численности работников. Эта норма не распространится на территории Бурятии, Амурской области и Москвы, а на территории Дагестана составит 50%. Не забудьте обновить полис ОМС. Напоминаю, что по правилам, действующим с 2017 года, полис ОМС выдается иностранцам на срок до окончания текущего календарного года, а не на срок действия РВП или ВНЖ. Поэтому не забудьте сходить в страховую и получить новый. Правил Н-158-Н. Для граждан РФ – бессрочно. Для постоянно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства до конца календарного года, для беженцев и временно проживающих на территории РФ иностранных граждан и лиц без гражданства до конца календарного года, но не более срока пребывания или действия разрешения на временное проживание, для временно пребывающих в РФ трудящихся граждан государств, членов ЕАЭС, должностных лиц, сотрудников органов ЕАЭС до конца календарного года, но не более срока действия их трудового договора, исполнения полномочий. Иностранцам хотят разрешить ставить своих гостей на миграционный учет. Также правительством РФ на рассмотрение Госдумы был внесен еще один законопроект, предусматривающий возможность иностранному гражданину, владеющему жилым помещением, быть принимающей стороной для другого иностранного гражданина, осуществлять постановку на миграционный учет. На данный момент такая возможность есть только у иностранцев с ВНЖ и у ВКС в отношении членов своей семьи. По традиции, вступление в силу изменений произойдет по истечении 90 дней с даты опубликования подписанного президентом закона. Студентам-очникам разрешат работать без РНР. Продвигается проект изменений в 115 ФЗ, который позволит студентам очного отделения профессиональных и высших учебных заведений, обучающимся по основной образовательной программе, имеющей государственную аккредитацию, работать в России без получения разрешения на работу в свободное от учебы время. И при окончании обучения либо отчисления из учебного заведения трудовой договор будет подлежать расторжению. Второе чтение будет не ранее января. Вступление закона в силу через 180 дней после подписания президентом. Поэтому начало его действия следует ожидать аккурат к началу 2020-2021 учебного года. Налоги и сборы. Каждый год осенью, обычно в октябре, Министерство экономического развития РФ устанавливает значение коэффициента на следующий год. Коэффициент-дефлятор оказывает одинаковое влияние на размер фиксированного авансового платежа по налогу на доходы физических лиц в каждом субъекте Российской Федерации. В этом году Минэкономразвития приказом от 21 октября 2019 года номер 684 об установлении коэффициентов дефляторов на 2020 год
установила значение коэффициента на 2020 год в размере 1,813. Но позже подготовила проект приказа о внесении в него изменений. Минэкономразвития хочет изменить уже утвержденный коэффициент-дефлятор на 2020 год, соответственно, все установленные к тому времени размеры фиксированных авансовых платежей по НДФЛ поплывут. Стоимость патента в Москве, например, станет не 5350 рублей, а 5341 рубль в месяц, и такие изменения затронут все регионы.